Я исследовательница. Я Наста, журналистка и блогерка. Я Женя, я журналистка. Я Изи, я живу в Минске. 11 кастрычніка адзначаўся міжнародны дзень дзяўчынак. На жаль, шмат якія праблемы яны датыкаюцца ўсіх дзяцей, але пэўная частка больш датычная менавіта дзяўчынак. Первый раз этот день отмечался 11 октября 2012 года. Да, и мы решили все вместе собраться и обсудить, как этот день непосредственно в Беларуси отмечается. Та-дам! Давайте поглядим. Генеральная ассамблея ООН провозгласила 11 октября Международным днем девочек. Велено отмечать его ежегодно, начиная с 2012 года. Сегодня в мире проживает 1 миллиард девочек. Все они обладают огромным потенциалом по преобразованию будущего, а потому много усилий направляется на то, чтобы в конце концов прекрасная половина человечества являлась равноправным партнером мужчин в решении глобальных проблем. Опять дефиле. Но это как раз таки о том, что прекрасный пол. Ну, как-то так. И все девочки с длиннющими волосами, Да, потому да. что иначе никак. И даже И не все пока- худенькие такие. И не показано разнообразие девочек, они же разные. И но все тоже каштановые, ровненькие, гладенькие. да, такие худенькие. манекенщицы. Вот прекрасно, вот девочки, любуйтесь девочками, и все. Ну как-то так. Какое отношение имеет эта одежда непосредственно, например, к Дню девочек? Во-первых, не совсем понятно. К тому же столько девочек в спорте, в танцах, там, в шахматах, в каких-то других секциях. Ну, неужели как бы вот это вот нельзя было показать? Нібито готелі гукову дорожку і відео, тому що воно просто не зв'язано одно з одним, 80% часу. И здесь, знаешь, что я вспомнила, на прошлой неделе я пришла за дочкой в школу, получается, и в это время у подростков какая-то то ли пересменка, то ли что, я просто, как бы любую, что разнообразие очень сильное вот именно девчонок, они такие разные, кто-то с пирсингом, кто-то без пирсинга, кто-то там спортивный, кто-то мелкий, кто-то, и все такие разные, все такие. Но вопросы поднимаются, обсуждаются и постепенно решаются. И при этом день фактически посвящен о том, чтобы говорили о проблемах девочек, и все равно этот день О остается проблемах ранних отчуждённым. браков, Да, насилия, да. дискриминации, физического насилия. И вот это мы постоянно навязываем, то, что типа ты же девочка, будь послушной, будь то, будь это. Это абсолютно классичный сюжет про то, что да, дзяўчынка это такі аб'ект нейкі, Связано с вещами. да, звязаны з Вещи, рэчамі абавязкова. Так, і абсолютно класічны сюжет менавіта вось пра тое, што у нас праблем няма, мы пра іх не кажам. Калі дзяўчынкам затыкаюць рот, калі дзяўчынак менш слухаюць, калі дзяўчынкам менш даюць выказвацца ў школе, калі да іх менш прыслухоўваюцца ў паліклініках, паўсюль, калі Проявлять эмоции. так, нельга, тому что любые эмоции это гістерыка. Альбо там дзевічья памяць, дзявочыя заскокі, вось гэта ўсё. Пра гэта не кажуць. У прынцыпе, пра дзяўчынак не кажуць, адразу ідзе зварот да мужчын. У нас дзень дзяўчынак, так што мужчыны, погнали. Напоминаю, что сегодня День девочек. Мужчины, делайте вашим девочкам приятные сюрпризы и подарки, конечно же. Как бы праздник девочки. Это не праздник, это день, посвященный серьезным вопросам, которые, если уже озвучиваются, что есть такой день, давайте говорить про что. Хотя у нас как бы и 8 марта это повод подарить цветы прекрасной половине, а не вспомнить, про что этот праздник и чем он вообще женщинам дался. Здесь опять же вот это обращение ведущего, да, и он не чувствует разницу, что получается, что если он обращается либо к девочкам, либо к женщинам, то сценарий вот это вот, что может
То есть, что вам нужно в этот день делать, это он один и тот же, дарить подарки, да? Мужчина И в дарит этом смысле, да, и в этом смысле эти два праздника действительно нивелируются. В первом сюжете было сказано, что труд женщин, он никак не ценится, никак не оплачивается, но при этом это выдается не как проблема, а как какая-то вещь, которая сама собой разумеется. Да, И опять же, если мы вспомним про школьные уроки труда, да, то мы увидим, что в Беларуси до сих пор существуют уроки труда для девочек, которые так и называются «обслуживающий труд». И само вот это название, оно как бы, ну, в общем, завязывается на роль, на ту роль, которую предлагаются девочки без всякого выбора или там, не знаю, без всякого обсуждения, что фактически сам себя может обслужить любой человек, да, а не только девочка, потому что мы все-таки уборку делаем не гениталиями, а другими частями тела. Ну а в ближайшие выходные нас с вами ждет еще один замечательный праздник – День матери. И в эти дни в Беларуси проходит Неделя матери. Например, 13 октября состоится республиканский урок семейной жизни «Здоровая семья, здоровая нация», а 14 октября – урок семейной жизни в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Как умел я, так и жил, мама, обо мне не грусти. И за все, чем грешил я в пути, не суди, но прости, мама. Девочка все равно все время завязывается на некую вещь, да. То есть если в первом случае это как-то там обыгрывается действительно там с демонстрацией одежды, то во втором случае это с неким хаосом, который там в доме, и нужно навести порядок, да. То есть опять же, кто должен навести этот порядок должна навести девочка, да. І хаос менавіта у вопратцы дзяўчынкі, потому Да. что у дзяўчынкі Да. павінна быць шмат адзежы, і в ёй павінен быць хаос, і яна ўся такая стаіць і не знае, што з усяго выбраць. І Да. ну, Вечная проблема. наслаенне Одеть нечего. стэрэатыпаў, так, ідзе адзін за адным. Один вельмі цікавы нюанс, яны кажуць, каб быць паўнапраўнай гаспадыняй дома. Калі мы кажам гаспадар, мы уяўляем чалавека, які валодае домам. А калі мы кажам гаспадыня, мы уяўляем чалавека, які абслугоўвае гэты дом. Да, яны Ты все правильно говоришь. Мужчине как бы делегируется автоматически, неважно, принадлежит ему дом или не принадлежит, как бы роль вот этого хозяина, а девочек готовят к тому, что, ну, в общем-то, обслуживающий труд – это как бы вот то, что соответствует вот той, что называется правильно женской роли. В силу специфики своей психофизиологии девочки более покладистые и внушаемые. У них хорошая память, и им без труда удается на уроках воспроизводить заученное. Правда, и также легко забывать информацию. Недаром так популярны шутки про девичью память. Блог разом с сяброўкамі и котками. Супер. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.